Народные праздники осетин синтезируют в себе все многообразие человеческого бытия, божественное и земное, элементы таинства, позволяющие участникам ощутить свое единство с истоками сущего, Вселенной. Одним из наиболее древних и устойчивых явлений духовной жизни осетин был народный календарь и религиозно-обрядовая жизнь. Праздники были напрямую связаны с 4 временами года и конкретными сельскохозяйственными работами. Начало одного из важнейших древних календарных праздников осетин Тутырабон совпадал с первым днем поста Комбаттан. Празднование растягивалось на целую неделю, начинаясь в понедельник. В этот день мужчины собирались на нахаш, выносили на круглом фынге столики 3 лаваша, пиво и молились. По окончании этого священнодействия мужчины располагались вокруг сказителя, игравшего на старинной скрипке Тейшенфандер и певшего кадаги о нартах, о славных делах предков. Наиболее значительными и ритуальными считались первые 3 дня праздника Тутар. Слова и дела, сказанные и решенные в эти дни, имели большую энергетическую силу, и их непременно выполняли. Эти 3 дня были настолько освящены, что в это время прекращалось даже преследование кровников. В дни Тутара закладывались основы для охраны и оберега каждой семьи, каждого дома и их будущих урожаев. Счастливым считался ребенок, рожденный в эти дни. Особой силой и выносливостью обладали рожденные в это время животные. По легенде, бревна для строительства рекома Лактезуар отправил именно на рожденных в дни Тутара быках. Согласно народному поверью, лес, срубленный в 3-й день Тутара, обладает наибольшей крепостью и избавлен от сглаза и козней злых сил.